Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. События, произошедшие 29 октября 2023 года в Махачкале, приобретают новые очертания, более ясные очертания. Как мы знаем, террорист Путин заявил, военный преступник, массовый убийца заявил, что те события инспирированы с Украины, с западными спецслужбами и так далее. Про западные спецслужбы не скажу, а то, что это инспирировано фашистской террористической бандой ФСБ, это подтверждает то, что фактически ответственность на себя берет некий Илья Пономарев, осевший в Украине, получивший гражданство и так далее. В Украине очень много российских пропагандистов, матерых преступников получили гражданство. Так, например, Невзоров есть такой пособник геноцида чеченского народа, очень активный, ярый пропагандист. И, конечно же, указывая на Пономарева, мы знаем, что да, за этим стоят именно российские спецслужбы. Илья Пономарев, для тех, кто не знает, это депутат Государственной Думы 2 созывов, по-моему. Его дедушка был, это старый потомственный гибнюк. Его дедушка был послом, первым секретарем посла СССР в 70-е годы в Польше. Его папа возглавляет ассоциацию, по-моему, строителей. Это все можно в Википедии почитать, это легко найти эту информацию, кому это интересно. Я, как чеченец, который занимается общественной, публичной деятельностью, могу вам сказать, что если вы занимаетесь такой деятельностью, и ваш родственник занимает какой-то, особенно такой близкий родственник, как папа, занимает такую должность ответственную, такую богатенькую, хорошо оплачиваемую, то вы не занимаетесь антироссийской или антипутинской деятельностью. Это могу сказать. Если ваш канал, YouTube канал, не запрещен на территории фашистской России, как мой YouTube канал Reality, то вы тоже не занимаетесь антипутинской, ГБшной, антиимперской деятельностью. Вы являетесь симулякром, если вам это не запрещают. Это могу сказать по личному опыту просто. Если ваших родственников не забирают и не пытают, двоюродных, троюродных даже, да, допустим, у чеченцев родственные отношения как-то немножко по-другому выглядят, чем у русских. Поэтому, хотя бы папа не должен занимать эту должность у Ильи Пономарева. Ничего страшного. Уже мы привыкли к тем этим разным деятелям, которые себя изображают такими борцами с режимом. Дело в том, еще примеры, Илья Пономарев засветился в одном очень интересном деле. Это такой боец, бывший коммунист, справедливой России был. Все как положено. Человек просто физически, фактически никак не может быть против режима. Илья Пономарев как-то общается с разными имперскими батальонами, которые есть в Украине, русскими, которые якобы борются с русским империализмом в лице Путина. На самом деле, мне кажется, только имитируют эту деятельность. И много косвенных причин я уже у себя на канале в YouTube и в TikTok тоже приводил. Илья Пономарев засветился в одном деле во время, может быть, настоящего, может быть, симуляции убийства Дарьи Дугиной. Некомбатанта, да, журналистка, пропагандистка матерого преступника Дугина, дочка, но при всем при этом все-таки она не комбатант. И в одном из своих интервью такому же симулякру Фейкину, Марку Фейкину, Илья Пономарев заявил, что фактически это был заказ от президента Украины, демократически избранного, демократической страны, которая нуждается в западной поддержке, в западной помощи и так далее, вы все это знаете, заявил, что это был фактически заказ Владимира Зеленского. И таким образом Владимир Зеленский изображался, показывался как заказчик военного преступления, заказчик убийства некомбатанта.
Я тогда реагировал на это, не знаю, что из этого, какие выводы сделали в руководстве Украины, но то, что этот деятель Илья Пономарев остался на своих позициях, да и дальше действует в Украине, это есть, это факт. Ничего не изменилось. Поэтому еще раз мы подтверждаем то, что за антисемитской акцией в Дагестане стоят российские спецслужбы, хоть они и находятся не на территории, возможно, не на территории все, не на территории фашистской России, но факт то, что за этим стоят российские спецслужбы. Также я хочу напомнить, что никакой пользы для Украины или для Кавказа, для кавказцев нет, польза только для России. Для Украины никакой пользы из-за того, что Кавказ представится антисемитским, и Америка, Запад, Англия, Израиль перестанут поддерживать или даже смотреть в сторону Кавказа, никакой пользы в этом для Кавказа нет. Для Украины тоже никакой пользы. Только лишь какая-то имитация деятельности, которую на протяжении всего времени деятели в руководстве Украины изображают имитацию деятельности. То имитация у них каких-то русских батальонов, которые там что-то делают. По факту никакой деятельности, какой конкретики мы не видим. Потом какой-то там чеченский, закаевский точнее, тоже рейд какой-то, тоже имитация деятельности была. Да и сам вообще Закаев это имитация чеченской власти, реальная наша власть это Алла Дудаева, Ахьят Идигов, это президиум правительства Чеченской Республики. И этот президиум давно говорит и Украине в том числе, кто такой Ахмед Закаев, но почему-то на это в Украине не реагирует. Выгода только русским, это связано с тем, России, КГБ, вот кому выгода. Это связано с тем, чтобы как можно, вроде бы как имитируя для Запада, что какие-то волнения, какие-то недовольства есть, и одновременно показывая, что это дикари, с которыми не нужно иметь дело, с кавказцами, с дагестанцами в частности. Выгодно России для того, чтобы, скорее всего, Кавказ будет отделяться от фашистской России. То, что отделится Чеченская Республика Ичкерия, деоккупируется и получит свое законное право на свое государство, в этом у меня нет ни малейших сомнений. Есть большая надежда, что весь Кавказ отделится от фашистской России, и мы будем жить в своем кавказском доме. И для того, чтобы мы, кавказцы, и вы меня услышите, чтобы мы не жили в своем свободном кавказском доме, нас пытаются представить вот такими дикарями, антисемитами, фашистами и так далее. А ведь вчера еще буквально убивали дагестанцев, и дагестанцы не выходили. И да и сегодня ни один дагестанец не выйдет, если это не будет санкционировано. Точнее, он может выйти, но он очень быстро будет потерян. И для общества, и для своей семьи. Всего самого хорошего, друзья. Не дайте себя обмануть.